Всем привет, с вами Каф. Я тут на велике приехал в магазин, который сегодня только что открылся. Это пятерочка. Вот куча народу сюда приехала, на парковке вообще мест нету. Люди у нас любят халяву. В интернете были такие картинки типа открытия Эльдорадо и куча народу. Сам магазин «Пятерочка» находится внутри торгового центра. Торговый центр, который находится по улице Тимирязева. Это Залог. Ближайшие магазины тут это оптовые базы, которые в полутора-одной остановке находятся от этого магазина. И цены там, конечно, дешевле. Допустим, вот эта морковка, она там стоит 110 рублей, а вот это 90. А тут она, видите, как бы дороже, чем на оптовых базах. Ну, народ любит халяву, поэтому активно сюда приехала. В целом, конечно, цены должны отличаться от обычных розничных магазинов. Есть также и акционные товары, на которых действует какая-то постоянная скидка для привлечения людей. Давайте я камеру на широкоформат включу, чтобы вам было удобнее смотреть. Ну вот, помещение как бы вот такое, да? Потолки в стиле лофт, то есть покрытые просто бетоном. Смотрим на цены, как бы акционные цены на кетчупы ровно такие же, как в гипермаркетах, типа своя копейка, либо такой там больше-меньше, да. Мясо. На мясо тут цены, скорее всего, да, цены такие же, как в других магазинах. Ну вот, 239 колбаса со всякими примесями, консервантами. Можно по дешевке купить, и потом у вас будет задница, как у свиней. Майонез, студенческая пища, сыры. Тут всякие приправы, у нас и консервы. Так, хлопья, конфеты, это нас не интересует. Молоко. Так, молоко. Давайте посмотрим, какое у нас молоко тут есть в продаже. Фермерское подворье стоит 121 рубль. 117,99. Ну, как бы ничего удивительного. Цены ровно такие же, как в других магазинах. Так, расположение товаров, кстати, стандартное, как в гипермаркетах. Тут, да, как я и ожидал, энергетики. Давайте посмотрим, какие мы, велосипедисты, любим пить энергетики. Поэтому тут, даже вот самый популярный товар — это вот кола. И они ее со скидкой сделали 126 рублей для привлечения народа. Скорее всего, это закупочная цена. Вот. Горилла 67. Кстати, дешевле в данный момент, чем продается больше-меньше. Он там где-то рублей 70, да, стоит. Или 80. На Берн также скидки. Если он стоит в обычных магазинах 150 рублей, то тут он 84. В принципе, я возьму, да, Берн, куплю. И Red Bull. Red Bull цена, конечно, завышена. А остальные все энергетики, цены ровно такие же, как в других магазинах. Пока что открытие. В принципе, можно что-то выгодно взять. Или я ничего не буду брать, потому что там очереди очень большие. Все-таки
скидки на эти товары будут длиться несколько дней. И покупать энергетик, чтобы стоять 2 часа в очереди, не хотелось бы. Вот большая пачка Лейс, 200 рублей. Я не кушаю чипсы, но если вы хотите сходить в кинотеатр, потратить свои честно заработанные деньги, то добро пожаловать. Пряники стоят даже дороже, чем в оптовых магазинах. Так, ну, помещение, как вы видите, ничего особенного. Давайте посмотрим, какие вообще конфеты есть. Конфеты по 49 рублей за 100 грамм. А, да, это 490. Я думал, килограмм 49 рублей. Они так хитро сделали, типа 100 грамм это 109 рублей, а один этот килограмм уже 1000 рублей. Ну да, это такая маркетинговая уловка. В целом, если ходить в этот магазин в первые дни, что-то можно приобрести со скидкой, чем в других магазинах. Ну, вы сами понимаете, то, что тут в 2 шагах от этого магазина находятся оптовые базы, и в оптовых базах цена на эти товары все время такая же, как у них по акциям. То есть те же энергетики, тот же Burn можно купить за такую же сумму. Просто тут нужно выбирать, то есть как быть топовым акционером в наше время. Это покупать продукты по акции, если вы приходите в такие вот магазины обычные. А так, видите, народ приходит, хотя в 2 шагах тут оптовая база. В той стороне, кстати, есть магазин, называется Т-Тим. Я в Тугисе посмотрел. В одной остановке отсюда и в 2 остановках магазин Tokka, где цены тоже плюс-минус приемлемые. В остальном тут в округе магазины такие вот, рассчитанные на обычных людей, которым не втерпешь что-нибудь купить прямо сейчас, здесь и сейчас. Как вы понимаете, при этом цены максимально завышены. Ну и в первое время, возможно, в этот магазин народ будет первые дни приходить, но потом упадет затишье и в магазине будут убытки, придется снизить количество акционных товаров и ждать, пока вот этот весь залог полностью застроится многоэтажками, потому что сейчас количество домов тут не так много. То есть вы видите, да, в остальном все это деревянные дома, народу не так много будет. Ну, посмотрим. В принципе, такой большой магазин, такая сеть магазинов, как Пятерочка, может себе позволить одну точку, которая будет убыточная. Зато как бы ради галочки, то что в Якутии есть Пятерочка тоже. Ладно, если что, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу Пятерочки в городе Якутске, стоит ли толпиться, покупать такие товары, либо проще за один раз съездить на оптовку и там все скопом купить, чем тут мучиться, выбирать, как этот. Люди могут 2 часа потратить, чтобы находить наиболее выгодные цены для себя, плюс сравнивать их с другими магазинами. Ну, это как бы гемор, да, но если постараться, если потратить время, то можно даже вот в этой Пятерочке купить цены по приемлемым. Ну, то есть товары по приемлемым для себя ценам. Хотелось бы еще отметить то, что одни из немногих, кому вот это открытие магазина будет в радость, это бомжи. Сейчас мы их не наблюдали, но через неделю, когда охранники более-менее расслабятся, там будут стоять там по 2-3 бомжа на крыльце и просить милостыню. Ну, либо, как обычно, бабушки из других регионов, которые приехали сюда в Якутию на заработки, потому что на севере дают денег больше. Так, я все-таки вернулся сюда вечером и говорят, там в магазине можно купить дисконтные карты по
9 рублей. Ну, вроде накопительные. С помощью которой можно выбрать одну категорию, и там будет, получается, скидка какая-то. 10%. Здравствуйте, а можете комментарий дать по поводу пятерочки? Здравствуйте, а можете небольшой комментарий по поводу магазина дать? Комментарий небольшой. Вы вообще пришли цены посмотреть, да? Да. А цены вообще как? Нормально, дешевле, чем в обычном. В обычных, да? Ага, спасибо. Здравствуйте, а можете небольшой комментарий дать по поводу пятерочки? Как вам в целом? Нравится, пока сейчас точно не знаю. А какие категории товаров вам больше всего цены понравились? Молочные продукты, выпечка и пока еще не знаю. Ну, то есть дешевле, чем в других розничных магазинах. Угу, спасибо. Здравствуйте, можно вопрос взять вот по поводу пятерочки? Как вам вообще в целом магазин? Здравствуйте, можно вопрос взять по поводу пятерочки? Здравствуйте. Можете комментарий дать по поводу пятерочки? Как вам в целом магазин? Ничего особенного. вы вообще- Немножко чуть-чуть пониже. А так ничего существенного. А так вы рады, да, то, что открылся такой магазин? Да, конечно, разнообразие, конкуренция. Почему бы нет? Ага. Ну, цены, получается, чуть-чуть ниже, да, получается? Совершенно минимально. Угу, спасибо. Здравствуйте, можете, пожалуйста, пару слов сказать о магазине «Пятерочка»? Как вам в целом? Здравствуйте, можно пару слов о «Пятерочке»? Вообще, в целом, как вам магазин? Не могу. Здравствуйте, можете пару слов о «Пятерочке» сказать? Как вам в целом? Здравствуйте, можно вообще пару слов о «Пятерочке»? Здравствуйте, а можете пару слов о «Пятерочке» сказать? Как вам вообще в целом магазин? Да, почти то же самое цены, что и у наших магазинов. Практически то же самое. Ясно. Так, тут у нас получается вечер, 7 часов вечера примерно, поэтому народу очень-очень много. Большие очереди. Насчет 100 грамм по поводу веса. Люди любят халяву. Здравствуйте, а можете, пожалуйста, небольшой комментарий дать, как работник «Пятерочки»? В целом, как вы вообще рады, то, что такой магазин открылся? Очень рада. А вы вообще как, ну, потребитель, все равно цены посмотрели на товары? Нашим читателям на какие виды товаров вообще рекомендуете, ну, посмотреть? Мне кажется, на все. Ну, то есть, где наибольшие привлекательные цены? Есть же и скидки еще. Это же смотреть. Ну, то есть, а у вас цены, получается, каждый раз меняться будут, да? То есть, Для пенсионеров у нас скидки есть. а так, чтобы каждый месяц там на определенные виды товаров, там, допустим, цена ниже, такое у вас будет? Ну, то есть, каждый месяц нужно все равно следить за ценами, да? Все равно надо. Спасибо большое. Так, я хотел купить дисконтную карту, которая стоит 9 рублей, но с такими очередями навряд ли это получится. А можно спросить, дисконтную карту в любой день можно будет купить, да? Конечно. Ага, спасибо. Ладно. Погнали отсюда. Получается, дисконтную карту мы сейчас не получим, так как народу толпа, все любят халяву. В другой день придем, купим. Наверное, надо с утра, часов в 9, или во сколько магазин открывается. Парковка не так сильно занята, как, хотя нет, хотя много
много все равно автомобилей. Большинство людей сюда пришло пешком. Остальные так. Здравствуйте, можете небольшой комментарий, как вам вообще в целом пятерочка? Вы там долго стояли в очереди? Не, я не стоял. А, ничего не брали, да? Просто цены посмотрели? Ну да. Народу много, слышал. Ну да. Ну так же, как и я, в принципе, цены посмотрели ради того, чтобы этот цирк увидеть.